Ну, начинается у нас осенняя охота. Суток. Ветер дует, шумит, подкрадываться лучше. Ну, мы, как всегда, с разных сторон озер. Ну что, ты с этой стороны? Я пошел. Я Давай. встал. А, Моя. ну, точно. Так, ну я пошел. Тут дорога по карте я посмотрел на 60 метров длиннее, но тут по сухому болоту в первый сорт ходить. Ладно, бывает. Ну, так, ну ладно. Мне еще ружье собрать. Дорожка изменилась из-за необычного лета. Сухого и болото высохло. Поэтому немножко дорожки наши поменялись. Но цель одна – озеро. Как ленивый, считай, нормальный российский товарищ. Заранее, в принципе, не готовился к походу, пускай даже длительному. Это привело к тому, что не в эту ночь, а ту ночь, в 4 часа ночи спать лег, готовился, рюкзаки собирал. А в 6 утра встал. Поэтому думал, что там ружье вчера собирать вечером. Лучше лишние 5 минут посплю. Собираем сегодня. Делов-то. Так, что интересного. За вчерашний день ни одного комара не видел. Плюс сегодня ветер. Ветер это замечательно, к уткам на порядок легче подходить. Ну что тогда? Развлекаемся. Так, но я пойду к другому концу озера, поэтому по дороге глухарь может встретиться? Может. Единица. Ну, а второй ствол универсальный. Третий номер. Утка, рябчик. Нам один окей. Ну что? Что? С утра свежие силы, поэтому лучше воду сначала принесем. Вечером будет намного меньше сил. А ты батюшки солдаты, а ты батя на базар. А ты баты что купили, а ты баты что назад. Да, для уток супер замечательная погода. Ветер первый сорт. Ну что, мы готовы. Ну, утки, заранее извиняюсь. Идем работать с вами. Ну, от избушки уходим и замолкаем. Слушаем лес. Ну, без ветровала у нас не бывает. Прямо на трупу падают гады. Опа. Блин. Да. Редиска. Люди, вот такая редиска. Раз и все, переступил. И пошел дальше. Так, а это что-то терень виднеется в склоне холма. Так, любопытство. Хорошее, говорят, качество. Много чего можно узнать. Оу! Ни хрена себе! Больше метра засунул и туда еще дальше идет. Вопрос интересный, это что? Бобриная нора, и она продукт, что ли, какой-то сделал? Не. Один знакомый полез такой щупать. Бобер, блин, напал. Редиска. Сапог прокусил бродни. Пристрелить пришлось. Ой. Лучше обойдем. А ведь реально, похоже, тут бобер развлекается. Катается. Вот блин. Нашел себе. И что, он туда идет, что ли? Охренеть. Или что? Где-то здесь нора? Бляха-муха. У меня тут переход. Что он сюда, нору сделал, что ли? Искать другой переход поручу. Дыши, в смысле лень. Мать моя, спаси меня от нападения бобров. Так, может где-то и здесь нырень его. Не мешать, не нападать. А что я тебя напрягся-то? Вообще-то
Я лицензию взял на бобра. Ух, тут скользко. Хе-хе. Ну, ладно. Ну, палка может еще пригодится. А мы так. А? Морозный запахло. Класс. Какой запах смородины. Класс. Так. Нам туда. Однако. Это уже не ветровал, а супер ветровал. Прямо на тропу. Ладно. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Если сможет. Озеро. Говорить удобно. Валерий, ответь. Утки на конце сидят. Так, ладно. Если не утки есть, я пошел на другой конец. Поехал. Эх, где там лодочка наша? Грохота не избежать. Ты куда? Так, ну что, поехали. Посмотрим своих уток. Так, ну что, лодку оставляем. А мы пойдем подкрадываться. Вот здесь бека. Еще ветровальчик. И не слабый. Тоже что ли обойти? Мать вас, редиску дерень. Блин. К лодке потом выйти. Охренеть. Когда же вы все это успели грохнуться-то? Вау. Так, ладно. Спасибо, что не сплошняком. Вот дают. Опять. И прямо на тропу. Блин. Однако. Хотел сходить в конец озера, но тут только от ветра поднятые кувшинки. Уток нету. Ну, на нет и сюда нет. Так, что делать? Нету. Когда утка не идет к Магомету, что делает Магомед? Правильно, идет к утке. Сейчас мы сплаваем Валерию Батьковичу. В одном из моих весенних фильмов, где мы с Валерием Батьковичем обсуждаем, что нам попало несколько штук уток. Одна мадам обрадовалась, написала: природа знает, что делает. Ой ты, блин, эти ветроволы, мать их за ногу. Хрен вам, охотники, не дает вам стрелять уток. Первая моя реакция: ну, человек немножко не того, необразованный. Если бы она слегка бы с природой была знакома, она бы сообразила, что период, когда утки садятся на гнезда, все ушло под снег, выводки в принципе вымерзли, штучно вывелись. То есть поколение этого года уток абсолютно слабые, по крайней мере у нас. В Якутии пишут навалом уток. Может там 50 градусная жара стояла вместо минус 50.
Повезло, что ж, в природе там, уткам и охотникам. У нас такого нету. Не надо быть Пифагором, чтобы понять это. То есть я тогда еще сказал, что уток осенью будет мало. Уток немало, а очень мало. Ну, ладно. Много уток вредно кушать. Талия пропадет. Жирные больно. Фух. Ого, ветер. Ветер очень даже не слабый. Слегка затихнет, он снова порывы. Как загудят. Деревья чуть не за земли сгибаются. Сейчас перелета не будет. Ладно, в виде перекура 5 минут посижу. Покрякаю. А то все на ногах и на ногах. Офигеть, сколько уже ходил. Главное не заснуть. Вообще-то за ночь выспался. Как отдохнешь, такие интересные мысли приходят. Если у Валерия Батьковича там какие-то пару уток плавает, лодкой они сейчас уже боятся подплывать и за километр могут улететь. Вывод. А я сейчас с этого берега подойду к нему, на противоположный для него берег. Утки, надеюсь, отплывут к нему. Попытка не пытка. Голь на выдумке хитрая. Так, ну что, на обратном пути можно и пошуметь чуть-чуть. Да, это называется решил сократить дорогу. Ни хрена себе сократил. Суперплан немножко корректируем. Сейчас я выйду к лодке, подъеду, чтобы меньше по брелому топать можно было. Ой, японский городовой. Что вы падаете? Нет бы там постоять подольше. Прямая дорога в тайге не самая короткая, не самая быстрая, по крайней мере. Мать моя. Так. Фух. Вот блин. Ладно, буду знать. Можно ли здесь пройти? Можно. Но по возможности лучше не ходить.